Государственный архив «Современная история Чувашской Республики» в преддверии Дня Победы открывает цикл тематических уроков, посвященных истории Великой Отечественной войны, который продлится в течение всего месяца. Цикл тематических уроков начинаем с электронного издания «Смерти вопреки». Электронное издание «Смерти вопреки» рассказывает о работе эвакогоспиталей, развернутых в Чувашии в годы Великой Отечественной войны, и заботе о жителях республики о раненых воинах. В нем использовано свыше 170 документов и фотографий из фондов Госархива и личного архива доктора медицинских наук Григория Алексеевича Алексеева, а также его опубликованные труды. Электронное издание состоит из введения и 5 разделов. В первом разделе «Чувашия принимает раненых» представлены документы, рассказывающие о работе по развертыванию эвакогоспиталей и размещению раненых. К формированию эвакогоспиталей в Чувашии приступили в июле 1941 года. Уже в начале 1942 года в республике было 15 эвакогоспиталей на 4350 коек. Они размещались в наиболее благоустроенных зданиях школ и детских садов, административных и медицинских учреждениях. Раненые бойцы прибывали в Чувашию военно-санитарными поездами. Одни из них следовали в Алатырь и Чебоксары, другие – Канаш и Шумри, или разгружались на станциях Вурнары, Тюрлема, Михайловка, близ города Цивильск. В период навигации их доставляли по Волге на пристань в город Чебоксары. Вновь прибывших больных размещали в залах ожидания и служебных помещениях вокзалов. Тяжелораненые сразу же получали помощь. Вот какие воспоминания бойца о встрече санитарного поезда в Чебоксарах сохранились в архивных документах. 8 августа 1941 года в 9 часов утра паровоз неожиданно остановился. Бойцы, легко раненые, имеющие возможность, вышли из вагона. Море людей, кто с букетами цветов, кто с разными подарками. Все хотели чем-либо угодить. Среди них были и дети, которые с любовью преподносили нам цветы, папиросы, конфеты и прочее. «Дядя, возьми мой скромный подарочек», — повторяли они наперебой. Это было на станции Солнечной Чуваши в городе Чебоксары. Отряд дружинниц стоял с носилками в ожидании команды выгружаться. После теплой встречи на вокзале население Чувашии сопровождало бойцов до госпиталя. Во втором разделе «Комитет помощи раненым бойцам» рассказывается о создании комитета и его роли в организации помощи жителей республики органам здравоохранения. Для организации более действенной общественной помощи эвакогоспиталям 25 сентября 1941 года в республике был создан Комитет помощи по обслуживанию раненых и больных бойцов и командиров Красной армии. В течение всей войны он вел общественный контроль за дисциплиной, лечебной и хозяйственной работой эвакогоспиталей. Совместно с Наркомздравом Чувашской ССР комитет разработал положение о приеме раненых и больных в эвакогоспитале. Оно учитывало характер ранений и род болезней при размещении солдат в госпиталях. Для повседневного наблюдения за деятельностью госпиталя все члены комитета прикреплялись к определенному эвакогоспиталю. Они вели разнообразную работу, начиная с беседы с ранеными, участия на врачебных осмотрах, организации праздничных подарков и заканчивая трудоустройством инвалидов. В огромной роли комитета помощи раненым в жизни госпиталя и солдат говорит такой пример. Военный комиссар эвакогоспиталя номер 3056 Железков в очередном докладе о работе активистов комитета указывал: непосредственную помощь оказывает членам комитета товарищ Чарыкова. В этом деле товарищ Чарыкова проявляет материнскую заботу. Некоторые молодые бойцы называют ее мамой. В третьем разделе «Дорога жизни каждого солдата» освещены трудовые будни эвакуационных госпиталей. Несмотря на условия военного времени, все эвакогоспитали в Чувашии были подготовлены в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Они имели приемник и санпропускник, пищевой блок со столовой, рентгеновские и физиотерапевтические кабинеты, витаминные лаборатории, кабинет лечебной физкультуры, операционную, перевязочный, зубной кабинет, дезокамеру, госпитальный радиоузел.
В приемном отделении госпиталя, куда поступали раненые бойцы, проводилась санитарная обработка больного. Определялся диагноз и размещение его в палату. При необходимости здесь же оказывалась скорая медицинская помощь, смена повязок, остановка кровотечения, борьба с шоком и другие. Обмундированием вновь прибывших также подвергал тщательной дезинфекции, стирке и ремонту. Для этих целей большинство эвакогоспиталей имели свои портяжные, сапожные и шорные мастерские. Медперсонал госпиталей строго следил за соблюдением ранеными и больными режима и распорядка дня. В лечебной работе основное место занимало оказание хирургической помощи с применением физиотерапевтических процедур и лечебной физкультуры, переливание крови. Если в 1943 году было проведено 959 переливаний крови, то в 1944 году уже 2467. Врачи эвакогоспиталей внедряли грязи и трофеолечение, парафинотерапию. В конце войны физиотерапевтическая помощь раненым и больным стала ведущей. Поступающие бойцы менее нуждались в оперативном вмешательстве, чем в восстановлении функций поврежденных органов. Если в 1943 году на одного больного приходилось 12 физиотерапевтических процедур, то в 1944 году 20. Через восстановительную хирургию в 1943 году было пропущено 351 человек, а в 1944 году 1137. Сотрудники эвакогоспиталей собственными силами и средствами готовили медицинские кадры, в которых они остро нуждались. На добровольных началах доктора крупных больниц и госпиталей готовили операционных сестер по уходу за больными и по переливанию крови. Для них проводились занятия по военно-полевой хирургии, гипсовой технике, лечебной физкультуре, рецептуре, массажу. Санитарок обучали правильному уходу за ранеными, санитарной и личной гигиене, профилактике инфекционных заболеваний. Так, в 1941-1943 годах без отрыва от производства было подготовлено 43 операционные сестры, 106 сестер по гипсованию и травматологии, 29 по переливанию крови, 63 по лечебной физкультуре. Большую роль в подготовке врачей имели демонстрации ранений, повреждения костей, суставов, периферической, центральной нервной системы, обморожения и другие. Здесь выступали с докладами не только врачи-чуваши, но и профессора из города Казани и Горький. Систематически проводились конференции с медсестрами, их знакомились с новыми методами лечения раненых, с заменителями дефицитных материалов при перевязке и гипсовании. В 1944 году без отрыва от производства было подготовлено 22 хирурга-ординатора, 1 невропатолог, 10 терапевтов, 3 врача-диетолога, 1 врач по лечебной физкультуре и 1 рентгенолог. С отрывом от производства 2 невропатолога, 1 отоларинголог, проведено 216 врачебных и 198 сестринских конференций. Огромный труд работников эвакогоспиталей по подготовке медицинских кадров позволил сократить их дефицит с 13% в январе 1942 года до 1% в январе 1945 года. Также подготовка медсестер, сандружинец, санинструкторов, дезинфекторов, санитаров занимались организацией общества Красного Креста. Медикаментами эвакогоспиталей снабжала Чувашская аптека управления, но их всегда не хватало. Поэтому в 1942 году аптека управления организовала галенофасовочную лабораторию. Она производила из местного сырья химические препараты – хлористый калий, хлористый натрий и другие. Только в 1944 году она выработала этих препаратов 12 тонн. Аптеки республики заготовляли десятки тонн витаминосодержащего растительного сырья и растительных лекарственных средств. В 1943 году была создана витаминная лаборатория. Только за 10 месяцев 1943 года она выработала 5 тонн витаминных препаратов, что составило 5 миллионов человек-доз, а в течение войны более 16 миллионов человек-доз. Потребность в лекарствах и перевязочных материалах госпитали выполняли и за счет местных ресурсов и собственных силами. Вместо ваты широко применяли мох. Для экономии производили повторные стирки перевязочного материала с последующей их стерилизацией.
В эвакогоспиталях готовили витамины, настой из хвои. Персонал эвакогоспиталей и раненые также собирали и сушили дикорастущие лекарственные травы: одуванчик, подорожник, мяту, полынь, липу, ромашку, клевер. В каждом эвакогоспитале работали клубы, библиотеки. В клубе показывали кинофильмы на патриотическую тематику, работали кружки художественной самодеятельности из врачей, медсестр и раненых. Регулярно издавались стенные газеты, доски информационных сообщений с газетных вырезок о важнейших событиях на фронтах. В восстановлении здоровья солдат немаловажную роль играло питание. Для бесперебойного снабжения продовольствием эвакогоспитали имели подсобное хозяйство. В 1944 году площадь зерновых и курпяных в них составляла 70 гектаров, картофеля 49 гектаров, капусты 7 гектаров, других овощей 5 гектаров. Более того, начиная с 1943 года, каждый эвакогоспиталь выделял 20% собираемого урожая картофеля и овощей в фонд помощи освобожденным от немецких оккупантов районам страны. Выздоровевшие бойцы приходили в военно-врачебную комиссию. Она определяла их готовность к дальнейшему военной службе. Солдатам, уезжавшим на фронт, выделялась теплая одежда и обувь. В вокзалы их сопровождали сотрудники госпиталя. Они обеспечивали приобретение билетов и посадку в эшелон. Инвалиды, нуждавшиеся в протезировании, по указанию распределителя эвакуационных пунктов в городе Арзамас, 33 отправлялись в госпиталь номер 1366 в город Алатырь на изготовление челюстно-лицевого протеза, или в госпиталь номер 3070 в город Канаш, где был пункт сбора нуждающихся в протезировании конечностей. Оттуда производился заказ на протезы в другие города. Для трудоустройства инвалидов республики при госпиталях работали курсы. В 1944 году этими курсами было подготовлено 99 шоферов, 117 счетоводов, 24 бригадира, 48 пчеловодов, 11 сапожников, 17 столяров. В годы войны Народный комиссариат социального обеспечения Чувашской ССР выдал инвалидам единовременное пособие на 669 тысяч рублей. Выделил им 12 145 предметов одежды и обуви. В 4 разделе «Общественная забота о воинах» представлены документы, рассказывающие о помощи населению и предприятий республики госпиталям. В самые напряженные часы работы госпиталей при встрече санитарных поездов и судов, в транспортировке тяжелобольных, переоборудовании зданий, организации палат, общественность республики проявляла необходимую заботу. Женщины, работая в приемном покое, помогали проводить санитарную обработку раненых, купали, разводили по палатам, стирали белье. Активисты общества Красного Креста сдавали кровь. Если в 1941 году в республике было 150 доноров и заготовлено 99 литров крови, то в 1943 году насчитывалось 5760 доноров и крови заготовлено свыше 3000 литров. С большим вниманием к раненым, солдатам и офицерам относились учащиеся Чувашии. Они дежурили у постели раненых, устраивали творческие вечера, писали под диктовку письма к родным солдат, читали газеты, сажали цветы, благоустраивали тротуары. Жители городов и сел республики помогали в оснащении госпиталей оборудованием и инвентарем, продуктами питания и медикаментами, в ремонте зданий, в заготовке дров, по уходу за больными. Гражданские лечебные учреждения выделяли медицинские инструменты, перевязочный материал и лекарственные препараты для начала работы. Местная легкая промышленность шила больничное белье, одежду, обувь. Промышленные предприятия помогали электрифицировать и радиофицировать лечебные корпуса эвакогоспиталей, создавать мастерские для шитья обмундирования, пошива и ремонта обуви для раненых. Обеспечивали эвакопункты автомобильным транспортом. Колхозы снабжали овощами и фруктами, молочными продуктами, предоставляли подводы для перевозки раненых, помогали обрабатывать, засевать подсобные участки эвакогоспиталей. В 5 раздел «Спасибо за теплоту и чуткое отношение» включены благодарственные письма бойцов и документы по предоставлению работников эвакогоспиталей правительственным наградам. Повседневная забота и душевное отношение врачей и медсестер
Поддержка жителей республики поднимала у фронтовиков боевой дух, придавала им еще большую силу и уверенность в победе. Сотни благодарственных писем в их адрес приходили от бойцов и офицеров с фронта. В этих письмах, написанных с исключительной теплотой, они выражали всем жителям республики искреннюю признательность за их старания и неоценимую заботу. Труд медсестер и врачей эвакогоспиталей был высоко оценен и правительством. Они были представлены и получали награды. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской ССР были награждены 139 врачей и медсестер, знаком отличного здравоохранения 59 работников госпиталя. Многим была объявлена благодарность Народного комиссариата здравоохранения Чувашской ССР. Трудясь не в самых лучших условиях, врачи, медсестры и санитарки проявляли трудолюбие и терпение, самоотверженность и безграничную преданность Родине, сострадание и милосердие к раненым. За все годы войны с июля 1941 по июнь 1945 год эвакогоспитали Чуваши приняли около 50 тысяч раненых и больных воинов. Из них часть возвратились 42%. Было направлено в батальоны выздоравливающих 14%, местную эвакуацию и эвакуацию за пределы республики 13%, уволено в отпуск 5%, уволено в запас и вовсе из армии 20%. Смертность в эвакогоспиталях составила 0,6%, что было ниже в целом по стране. Более подробно с электронным изданием «Смерти вопреки» можно ознакомиться на официальном сайте Госархива в разделе «Электронные издания и публикации».